Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие яркие и важные события произойдут в вашей жизни до конца месяца? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие важные, яркие, значимые события произойдут в моей жизни до конца месяца? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие важные, яркие и значимые события произойдут в вашей жизни до конца месяца. Так, вы молодец у меня, здесь сразу скажу, вижу, что молодец. Вы за себя постоите, здесь будет борьба. Борьба достаточно интересная, у кого-то это будет прям такое противостояние, стенка на стенку, а у кого-то это будет достаточно, игра разума, да, вот вы с кем-то будете бодаться, но не вступать в открытую конфронтацию, да, холодная война, да. Здесь вам придется побороться за себя, за свои интересы, за свое будущее, за свою судьбу и за хорошее отношение к себе, да, за уважение к себе. То есть вы себя отстоите полностью. У вас это и получится, и вам... это ваш жизненный урок, да, ваш кармический, возможно, даже урок, именно за себя побороться. Я вижу перед собой человека очень открытого, доброго, честного, хрустально честного, назовем это прямо, но человека достаточно обидчивого. Вот у вас есть слабое место, вы достаточно обидчивый человек, и вас, можно обидеть, я не знаю, там, просто взглядом, да, на вас не так посмотришь, вы уже можете обидеться. И вам придется, несмотря на эту свою особенность, вступить таки с кем-то, да, в борьбу и где-то прям себя в руки взять, какие-то вот слабые свои моменты проработать, сам с собой будешь прорабатывать, да, вот такой момент происходит. Кто-то, возможно, к психологу обратиться, кто-то, возможно, к каким-то религиозным учением, да, кто-то уйдет в медитации. Но в любом случае я вижу, что вы, прорабатывая этот конфликт, пытаясь, например, из него выйти, вы и себя очень хорошо проработаете. Это будет для вас и очень полезно, и очень нужно, и очень свежо. Смотрите, что у вас ждет. Во-первых, у вас как-то по всем фронтам идет обострение. Обострение именно ваших ощущений и желание быть именно значимым человеком, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. Смотрите, на работе у вас будет борьба за себя, за вашу должность, за ваше место, за вашу зарплату, за, не знаю, продвижение. То есть вы как будто бы устали сидеть на месте, да, и ждать, пока ситуация сама там вырулится, пока там кто-то на вас обратит внимание, пока людям, кому-то дойдет, что вы достойный сотрудник, что вам нужно платить большую зарплату, что вы наделены определенными способностями, которые прям соответствует, например, позиции менеджера, да, вам это надоест, и вы действительно пойдете вперед. Вы, конечно, людей не умеете расталкивать, но тем не менее у вас есть такой момент, что вы можете быть, змейкой, да, змейкой ходите, вот так вот вы пройдете и дойдете до вышестоящего руководства, обозначите свою позицию, прям так все по полочкам расскажете, разложите, что вот я то. Да. Руководитель будет от вас просто в шоке, потому что человек даже ни сном, ни духом, да, что вы есть, что вы такая умная, либо такой умный, что вы умеете то, это, пятое, десятое. Да? То есть вас кто-то затмевал, причем очень сильно, вы об этом узнаете. И с этим человеком как раз-таки вы поборетесь. Смотрите, 2 зайцев убиваете, вы поборетесь за себя. И второй момент, поймете, кто вас затмевал, поборетесь с этим человеком. Я не могу сказать, что здесь какая-то прям конкуренция идет, скорее здесь работа на опережение. Да? То есть может ваш непосредственный руководитель побаиваться вас, ваших способностей и думать, что без 5 минут и вы можете занять его должность, либо ее должность. То есть тут такой момент, типа вас всегда в тени держали, да? Вы солнце не видели на работе. Вот такой момент происходит. Но судьба
судьба сама вас выводит, заводит в такие тупиковые, ну, скажем, такие капканчики, ловушки, из которых вы должны выбираться. Вы должны себя прокачать, вы должны себя проработать. Что касается любви и отношений, здесь у нас тоже идет какие-то прям такие бодалочки, достаточно серьезные. Во-первых, вы что-то узнаете о своем любимом человеке, о своем партнере. То, что вы узнаете, вас, ну, к сожалению, не порадует. Что-то он от вас долго скрывал. Может быть, у него какие-то неудачи в работе, в бизнесе, в делах. Возможно, даже у него какая-то тайная поклонница появилась, которая его там добивается, да, причем там может даже шантажировать чем-то. Вот вы узнаете, и я не вижу тут каких-то прям, вы не будете уходить в обиду, наоборот, у вас какая-то праведная злость наступит. И если раньше вы там, например, там молчали, просто там обижались, уходили и в тишине плакали в подушку, то здесь вы себя поведете совершенно другим образом. Достаточно так, знаете, прям четко себя обозначите, может быть даже жестко, но вы человека призовете к ответу, тут ставите ему такую пулю, да, мало не покажется. Вот, если есть какая-то тайная поклонница, вы прям таки без всякой ревности, но при жестком решении пойдете, ну и тоже ее поставите на место, да, призовете ее к ответу, четко скажете, что это мой мужчина, а ты иди лесом, да, и не смей даже ни сном, ни духом о нем мечтать. Узнаю, полетят с тебя перышки в разные стороны. Вот. Следующий момент – это семейные отношения. Если у вас достаточно деспотичные родители, либо свекровь, свекр, то есть как-то вас, может быть, где-то там ущемляли, прижимали, то я вижу, что вам надоело терпеть, что вы себя тоже очень четко покажете. То есть там будет прям такой диалог, что все хватит, с меня хватит. Если вы хотите покомандовать, вот вам Бог, вот вам порог, идите на все 4 стороны, командуйте. Я человек взрослый, самостоятельный, мне не нужно указывать на то, что мне делать, когда мне делать, в каком формате мне делать. Все, хватит, с меня хватит, я больше этого слушать не хочу. Большое спасибо, но все, до свидания. Так вы обезоружите этих людей, они просто будут в шоке. И вам, знаете, в душе будет очень приятно смотреть на эти вытянувшиеся лица, и прям вы будете ликовать. Знаете, этот момент, он будет настолько вот, я не знаю, во-первых, он будет очень какой-то долгий по времени, и он будет просто какой-то комичный. Вам очень понравится это состояние. Ваши родственники, да, поймут, что вы не шутите, что вы серьезные, что вот Золушка превратилась таки наконец-таки в принцессу, и хватит ее там чмырить и заставлять плясать под свою дудочку. То есть там изменения пойдут колоссальные. У кого-то, кстати, это может закончиться разъездом людей по разным, например, квартирам, разным направлениям, но у других признание того, что вы таки, да, человек, личность и лидер. Да, вот такой момент произойдет. Следующее, по деньгам. По деньгам я вижу, что у вас все неплохо. Конечно, можно было бы и лучше жить, но ну, ситуация такая. У кого-то вот прям ситуация, что вы куда-то деньги относите. К вам денежка вроде идет, но вы куда-то ее относите. Может быть, кредит выплачиваете, может быть, у вас какие-то обязательства, может быть, там, я не знаю, ипотека. Что-то вы куда-то носите. И вам так грустно, когда вы носите эти денежки. Вы понимаете, что вы, в принципе, там и неплохо, да, неплохо получаете, но все время приходится что-то куда-то относить, кому-то что-то отдавать. И грустненько вам станет по этому вопросу. Будете вы разбираться, как бы вам уменьшить эти ежемесячные выплаты, либо какие есть варианты, что я могу сделать, как мне лучше поступить. То есть вы озаботитесь этим вопросом, и я скажу так, будет очень даже хорошее решение вами принято, как вам по-другому все это, ну, вывернуть, да, на какую сторону, чтобы вам было не так грустно, не так было плохо. Возможно, кстати, вы пересмотрите свой даже таки бюджет семейный, да. В любом случае, я вижу, что здесь у вас либо решение какое-то правильное придет, либо вам помощь кто-то начнет оказывать, да. Вот именно помощь вот в оплате. Кто-то денежка будет делиться. Может быть, в семье кто-то, может быть, там любимый человек появится, либо таки предложит вам, да, давай я себе помогу, и будет вам денежку давать. Так, что касается любви и отношений. Но здесь у меня, видите, 2 человека в паре, они обнимаются, и у них все, в принципе, неплохо. Страсть, страстные отношения, эмоциональные отношения. Здесь, конечно, будет все. Американские горки, вот такие отношения вас ждут. Они не скучные, они перченые. Это то, что вам нравится.
Вам не нравится, когда пресно, и вам не нравится, когда вас строят. Вот. Таких отношений у вас не будет. У вас будет все прекрасно. У вас будут, может быть, громкие споры, да, но очень яркие примирения, очень страстные примирения. Я вижу, что любовь есть, я вижу, что эмоции, чувства есть. Если вы встречались с кем-то по интернету, да, общались, то здесь встреча будет. До конца месяца может произойти встреча, причем встреча очень такая нежная, добрая и прям такая, может быть, даже немножечко слезливая. Вот так вот, мои дорогие. Так, здесь у вас прям таки попугай вышел. Смотрите, какой попугай. Берегитесь слов, берегитесь того, что вы говорите. И каждое ваше слово должно быть четко взвешено, продумано. Ни в коем случае нельзя, ну, скажем так, говорить не подумавши, потому что кто-то может за вами повторять, кто-то может эту информацию разносить по округе, и может быть там все это истолковано не в том виде, не в том формате, в котором это было сказано. Понимаете, вот прям берегитесь вот таких попугаев, которые могут, вернее, за вами повторять, и которые могут, ну, скажем, неприятные моменты накликать на вас и, ну, на вашу жизнь. Вот, потому что есть кто-то, кто вас прям таки пародирует, копирует и полностью вам подражает. Да, такой человек есть. Это может быть даже кто-то из ваших деток, да, потому что детки часто смотрят на своих родителей и пытаются копировать. Ну, на вас как бы двойная ответственность лежит, да, потому что, ну, вы первоисточник, вы должны быть и умнее, и мудрее. Знаете, что вас все время слушают и на вас все время смотрят. Так, следующее, что еще вас ждет до конца месяца? До конца месяца вы получите очень важные новости, причем такие жирные новости. Тут прям такая большая жирная птица. Эти новости связаны, может быть, с каким-то наследством, с какой-то выплатой, с денежкой, с возможностью получать денежку. Прям, ну, может быть, предложение даже какое-то дополнительное вы получите вот именно по работе, по деньгам. Хорошее предложение, вам очень понравится, но реализация этого предложения, она немножечко как запаздывает. То есть это будет не до конца месяца, а скорее всего следующий месяц перейдет. А новости вы получите именно в этом месяце. Еще у вас идет какая-то встреча долгожданная с человеком, может быть, из вашего прошлого, подружкой, может быть, какой-то другом, родственником. С кем-то вы будете встречаться. Просто ну, радость, счастье, наполненность. Здесь очень хороший, добрый разговор идет. Обещание, что вы больше не будете так надолго расставаться, что встречи ваши будут на постоянной основе. То есть просто вот прям признание того, что вы друг другу нужны, важны, и вам хорошо, когда вы вместе. Знаете, возможно, с тем человеком у вас была ссора, возможно, вы очень долго не виделись, возможно, вас разъединяли километры, обстоятельства и даже другие люди. И, наконец-таки, вы встретитесь и проведете очень хорошо время. Знаете, у вас еще до конца месяца идет момент посещения какого-то странного места. Я не могу понять, что это за место, но это место, которое... Но вы с кем-то туда идете, в это место. В этом месте вы... Ну, как будто вы себя найдете. Я не могу четко сказать, что это значит, но если вас будут звать в какие-то необычные места, не отказывайтесь, идите туда. Вы найдете то, что вам, ну, по судьбе, да, себя вы там найдете. Может, определитесь с вашей ролью в жизни, может быть, определитесь со своим призванием. То есть в любом случае я вижу, что вы благодаря этому месту, у вас хорошее, во-первых, настроение, вы понимаете, что вам делать, куда вам идти, куда вам двигаться и кем вам нужно в будущем стать. Вот место, которое судьбоносное, назовем его так. Не отказывайтесь, знайте, что все будет хорошо. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.